Добрый вечер, дорогие телезрители. Понедельник, 19:30. Вы включаете свои телевизионные приемники и на канале Саха-24 НВК Саха. Программа «Не пропустите главное». Сегодня с вами я, Дмитрий Аргунов. И так уж получилось, что сегодня, в понедельник, в начале недели, и в утреннем эфире, который был на Саха-24, и сейчас на главном эфире республики, мы обсуждаем те изменения в структуре органов исполнительной власти, которые произошли на минувшей неделе. И одно из значительных событий из той обоймы – это создание нового министерства по развитию институтов гражданского общества. Прокомментировать этот значительный весьма факт я попросил сегодня министра, саму министра нового министерства Садану Михайловну Гурьеву и непосредственно тех людей, которые заняты в общественном процессе нашей республики. Мы начинаем. Ну, законы старшинства еще никто не отменял. Здравствуйте еще раз, дорогие общественники. Здравствуйте, уважаемый товарищ министр, товарищ председатель общественной палаты. Давайте первый вопрос, не вопрос даже, а комментарий, наверное. Изменится ли философия подхода к взаимодействию с совершенно различными общественными организациями, которых у нас в республике, ну, не сказать, что пруд-пруди, да, а довольно значительное количество самого различного толка, начиная от представительниц женского движения и заканчивая воинами афганцами. Да? Изменятся ли подходы власти к общественникам? Ну, во-первых, всем добрый вечер. И мы благодарим сегодня, значит, за возможность принять участие на прямом эфире и рассказать непосредственно населению республики и тем интересующимся гражданам вопросами и процессами, которые сегодня происходят в республике. Вы очень правильно, Дмитрий, отметили, что на сегодня действительно людей этот вопрос волнует, и на сегодня издание указа главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова прежде всего направлено на совершенствование вопросов государственного управления. Я бы хотела или взаимодействие? Государственного управления в целом, я говорю о указе за номером 972, где не только затронуты вопросы Министерства по развитию институтов гражданского общества, а указ он достаточно такой у нас системный. Ёмкий. Да, и вы знаете, что новому министерству переданы функции 4 исполнительных органов государственной власти, которые упразднены. Это Государственный комитет по национальной политике, это Департамент по развитию гражданских инициатив, это, значит, Департамент по делам печати, телерадиовещания и, собственно, Государственного комитета юстиции. Вот в этой части и еще и другие пункты, которые касаются так или иначе вопросов совершенствования системы. Мне бы хотелось сказать о следующем, что на самом деле, конечно, у нас население достаточно, скажем так, активно. Социализирующийся, я бы сказал, и, значит, создаются определенные условия для того, чтобы общественные инициативы, гражданские инициативы были услышаны. Поэтому ведь мы помним, когда те вопросы, которые, значит, ставились в том же, я опять хочу повториться о том, что ставились вопросы, допустим, наведения, скажем, порядка после ЧС в поселке Тикси. Это действительно факт, его никто оспорить не может. Когда глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич обратился и, в принципе, предложил такой механизм, что вы можете ведь сами здесь создать общественный совет и взять этот вопрос на контроль. И на самом деле, значит, поднялись ведь население, те активные люди и их родственники, и их друзья, и подключились все общими усилиями, и эта проблема была решена. Поэтому вот создание таких условий в целом Российской Федерации, в Республике Саха-Якутия, конечно, обусловлено тем, что необходимо слышать на сегодня власти, население. А почему необходимо слышать? Поскольку никак не может быть чиновник, наверное, вещью в себе.
Если он, сидя в кабинете, работает и на сегодня не видит то, что говорят люди, и не слышит то, что говорят люди, конечно, он может ведь ошибиться в принятии управленческих решений. Это раз. Во-вторых, вот создание системы, скажем так, для того, чтобы наши некоммерческие организации были услышаны. У нас главой Республики Саха-Якутия был инициирован проект закона об общественном контроле. И по поручению главы республики мне было доверено представить этот проект закона на Государственном собрании ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия. Значит, и мы сегодня знаем и понимаем, и население это знает, что Республика Саха-Якутия приняла одну из первых субъектов Российской Федерации данный закон. Значит, на что же все-таки направлен этот закон Республики Саха-Якутия об общественном контроле? Ведь когда, значит, опять же, действия чиновников прозрачны, когда они находятся подконтрольны, мы можем говорить о том, что мы как-то в какой-то степени будем защищены от тех злоупотреблений, возможных злоупотреблений, которые могут быть. Традиционно в Республике Саха-Якутия активно работают тельбе. Это отдельная тема, это особая тема. Она затрагивает сегодня патриотические чувства граждан. Это такая территориальная организация, которая, значит, создана у нас, скажем так, исторически действительно из недр народа. И на сегодня вот новые какие есть возможности, опять же, через законодательные механизмы, через 131 закон, ведь тельбе, территориальное общественное самоуправление, когда они хотят заниматься общественными инициативами, чтобы писать проекты, чтобы был какой-то результат, у них не хватает финансовых средств, к примеру. Значит, есть возможности регистрации ТОСов, территориальное общественное самоуправление тельбе, и через получение возможностей прав юридического лица территориальное общественное самоуправление также может, значит, реализовывать проекты. Тут вопрос ключевой, наверное, в том, что вот это будут социально полезные проекты. Давайте за примерами далеко Да. не ходить, прошу прощения, что перебиваю. Вы были сейчас на сессии? На Государственном собрании, на пленарном заседании Государственного собрания ЛТУМЭН я была. Да. Да. Общественные инициативы с мест. Значит, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что, Дмитрий, мы с вами встречались на этой площадке в сентябре 2015 года. Полгода назад. Да, и мы с вами тоже с общественными организациями, была у нас Ольга Анатольевна Вешникова, значит, был у нас гости из Москвы, президент фонда против жестокости в отношении детей Спивак Александр Михайлович и другие наши замечательные общественники, с которыми мы обсуждали вопрос, нужен ли в республике законопроект об ответственном родительстве. И какие сегодня существуют проблемы в республике, как их надо решать. Значит, если мы реализуем государственную семейную политику, нужен ли нам новый закон, почему он нам нужен. И мы действительно через широкое общественное обсуждение этого законопроекта, а ведь приняло участие более 140 тысяч граждан, значит, во всех муниципальных районах республики. Что немаловажно, родители. Да, и самые активны были родительская общественность. Значит, родительская общественность сказала, да, мы за этот закон, мы родили своих детей, мы несем за это ответственность. И сегодня хотелось бы поздравить наших телезрителей, наших единомышленников, коллег с принятием проекта закона об ответственном родительстве. В котором, я замечу, ни слова о ювенальщине. Да? Там нет механизмов ювенальной юстиции. То есть мы не вмешиваемся в вопросы внутрисемейных отношений. И как раз правильно ли будет реализован этот закон, ведь могут общественники контролировать. И такие возможности сегодня созданы. И в этом смысле мне бы хотелось сказать, что это была общественная инициатива Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». И мы достаточно, так скажем, работали больше года, разрабатывали этот законопроект, обсуждали его. Поступило более 400 предложений. И сегодня мы тоже хотели бы поблагодарить
тех граждан в наших муниципальных районах, на слегах республики, тех же родителей, которые высказали свои предложения. И это как раз та часть населения, которая неравнодушна. И она оказалась очень активной. Хотелось бы отметить, что в посланиях главы Республики Саха-Якутия Гуру Афанасьевича говорится о том, что если власть, общественность выдвигает предложение, власть должна слышать и делать 2 шага вперед. Поэтому в этом смысле я думаю, что сегодняшний наш прямой эфир как раз тоже позволит, так скажем, обсудить механизмы, которые сегодня могут быть с образованием нового министерства. Хотелось бы сказать, что сейчас готовится проект положения о Министерстве по развитию институтов гражданского общества республики, проект структуры. И что немаловажно, это очень будет важный документ, мы готовим проект концепции развития нового министерства. И хотелось бы отметить, что есть определенные сегодня такие мнения, и я считаю, что мы сегодня можем, пользуясь эфиром, разъяснить нашим гражданам о том, что, конечно, власть взаимодействует с институтами гражданского общества. И ни о каком контроле здесь речи не идет. Ведь если мы посмотрим положение о Департаменте развития гражданских инициатив, функции которого переданы, ведь само по себе, скажем так, позиционирование взаимодействия в республике было еще заложено с 2014 года. И руководство республики, и исполнительные органы власти последовательно, идут в этом направлении. Министерство на сегодня может координировать. Вот мы прописываем, как я уже сказала, будем прописывать полномочия в положении новом министерстве, координировать, упорядочивать работу органов исполнительной власти, то есть государственных структур, которые работают в сфере взаимодействия с некоммерческими организациями. Мы говорим в свете того, что власть должна слушать мнение народа, власть должна прислушиваться к так называемому vox populi и так далее. Александр, Вячеслав Петрович, все присутствующие, а на ваш взгляд, обратный процесс, когда низы должны понимать власть, да? Низы должны прислушиваться к власти, насколько этот важный процесс? Ладно, там власть откуда-то сверху смотрит и говорит, нам понятно ваши чаяния, да, мудрым таким тоном, а обратный-то процесс, когда те люди, которые на земле, они понимают действия власти. Насколько это важно? Я думаю, что речь идет в данный момент, здесь и сейчас, речь идет именно о развитии взаимовыгодного сотрудничества, общественно-государственного сотрудничества. Почему? Потому что мы, некоммерческие организации, тоже меняемся. Мы развиваемся, и с внедрением Департамента развития гражданских инициатив, само слово «развитие», да, что в департаменте и в будущем, и настоящем уже министерстве, я думаю, и кроется философия, потому что мы не должны останавливаться на достигнутом. Некоммерческий сектор точно должен развиваться, и без взаимодействия с властью, но именно взаимовыгодно. То есть мы не должны приходить в министерство и мечтать только о финансовых ресурсах. Нам, некоммерческому сектору, очень важно получать и консультироваться по человеческим ресурсам, получать информационные ресурсы. Нам нужны новые методики, технологии. Даже сейчас невозможно говорить о том, что социально ориентированные некоммерческие организации, в одиночку будут реализовывать 442-й федеральный закон, который вступил с 1 января 2015 года. Да. Речь идет о том, что мы сейчас, некоммерческий сектор, официально включены в систему социального обслуживания населения. И мы можем на равных правах с учреждениями. Да, абсолютно. А для этого нам нужно быть абсолютно подкованными, правда, развитыми и профессиональными. И здесь как раз момент, доверит ли власть нам те же услуги,
сложные социально-психологические, бытовые, педагогические услуги именно с теми слоями, для тех слоев населения, которые остро в этом нуждаются. И поэтому здесь, я думаю, власть заинтересована в профессиональных и готовых НКО, а некоммерческий сектор заинтересован в развитии собственных ресурсов. Вот это мое мнение. То есть, перефразируя Остапа Бендера, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Да? То есть, когда и верхи, и низы. Не будем говорить про революционную ситуацию, да? На самом деле ее нету. Александр, ваш комментарий. Вот опять же, применительно. Мы были на недавней встрече с общественниками, да, которая в феврале была. Все-таки вот этот процесс, он насколько, скажем, односторонний или все-таки он взаимный? Ну, вообще немаловажно то, чтобы общественность сама была готова не просто производить определенные действия, скажем, в общественной сфере. Общественность, вернее, представители общественности должны быть готовыми вносить свои предложения непосредственно, даже, может быть, по каким-то законодательным инициативам. То есть это работа не только с правительством, но и с депутатами ЛТУМЭН. Потому что, в общем-то, то, как мы живем, во многом определяет фон законодательства, скажем, да, который нас окружает. Взять как раз вот те же инициативы вернее, Конвенцию ООН по правам инвалидов и отдельные законы, которые были приняты в конце прошлого года, в октябре и в декабре. Здесь как раз тоже во многом должна исходить инициатива непосредственно от общественников для того, чтобы поменять те или иные законы. Можно дополнить, да, Дмитрий? Да, конечно. По конвенции инвалидов как раз в прошлом году у нас было тоже поручение главы Республики Саха-Якутия с учетом ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Значит, нам было поручено разработать проект указа главы, значит, принятие дополнительных мер по созданию условий для маломобильных граждан. И ведь в разработке этого указа очень активно у нас принимал участие фонд Харасхал. Так, значит, движение без барьеров, Всероссийская общественная организация инвалидов. И мы как раз в режиме мозгового штурма, где-то мы, наверное, встречались раза 11, и мы этот проект указа подготовили, и он принят. И на сегодня органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия уже проводится работа по внесению изменений в различные наши законодательные акты. Поэтому здесь мы тоже, в общем-то, вперед, так скажем, федеральных органов власти идем. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы, конечно, принимаете активное участие. И очень такая была интересная работа. Очень немаловажную роль в последнее время большое руководство нашей страны уделяет патриотическому движению. Да? Очень жаль, что Тургун Попов не смог присутствовать сегодня на нашей передаче. Сергей Георгиевич, вы как человек на земле находящийся, да, руководитель поискового клуба, руководитель патриотического объединения, руководитель ДОСА, в конце концов, да? Как вы видите модель взаимодействия? Это все-таки дайте призы на мотоспорт или это нечто другое? Да нет, это нечто другое. Но я сначала хочу сказать большое спасибо департаменту, который был организован. Почему? Кроме того, что они выделяли грантовую поддержку, они присутствовали практически на всех наших мероприятиях. Одно дело, когда выделил деньги и забыл. Другое дело, приехал, посмотрел, кто же занимается, какие направления двигаются. Вот, допустим, ДОСААФ, Ассоциация участников боевых действий, мы объединяем все эти направления и объединяем порядка 40-50 направлений, тех общественных организаций, которые не зарегистрированы, которые не могут по различным причинам зарегистрироваться. Если военно-патриотические клубы те же брать, у нас их в республике порядка 400 в школах. Все они не могут быть НКО. Страйкбольное сообщество, большая организация, тоже. Эти интересы представляем мы. Поэтому я считаю, точки взаимодействия достаточно большие. Именно региональное отделение может в настоящее время интересы этой части населения нашего защищать. И именно отстаивать. Мы обязательно сейчас вернемся и к патриотизму, и к модели взаимодействия, но сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как неделя поста, да? Реклама. Продолжая тему, которую Сергей Георгиевич наметил. Сергей Георгиевич, вы говорите, необходимы ресурсные центры
которые защищали бы интересы тех НКО, которые не представлены в прямом финансировании, да, скажем так. Да, которые не зарегистрированы. То есть мы, допустим, на себя можем патриотику взять, вот этот центр. Остальные центры именно по направлениям идут. Тогда будут результаты. Вот у нас получается на встрече со всеми общественными организациями, да, наиболее рьяно так выступают, будем говорить, наши организации, которые занимаются развитием технических видов спорта с молодежью. Это и дельтапланеристы, это дайвингисты, это все. Почему? Ну, нет ни клуба, ни базы, допустим, организация выигрывает грант, выделили им технику, техника это неизвестно куда утонула. Все, здесь же мощные созданы клубы, где ребята получают разряды, могут заниматься круглогодично. Организация проигрывает. Вот эти организации именно мы готовы защищать, готовы с ними отрабатывать. Ну, Садан Михайловна же говорит, подавайте заявки на создание ресурсных центров, и мы готовы отработать. У нас есть хорошая форма вот, взаимодействия с некоммерческими организациями, социально ориентированными некоммерческими организациями, как гражданские форумы. И планируется в этом году тоже уже 3-й гражданский форум. Я также в них старалась принимать участие, не быть в стороне. И, значит, много ведь говорилось об опыте наших коллег. Та же Новосибирская область, Пермский край, значит, Архангельская область, где развернута работа по вот, созданию этих ресурсных центров, которые взаимодействуют с социально ориентированными некоммерческими организациями. Посмотрите, их на сегодня, по состоянию на 1 января 2016 года 2017, да, всего некоммерческих организаций. Но желающих еще больше. Вот я в начале нашего с вами разговора сказала о тех Тельбе, территориальное общественное самоуправление. В настоящее время, например, значит, Ленский наслег Намского улуса. Значит, ну, я являюсь ответственной закрепленной по году села и по пятилетке села. Значит, мы что делаем? Как раз подготовили все документы и подаем на регистрацию управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия для того, чтобы, вот, написав, так сказать, проекты, могли, значит, ну, это мы начинали ранее до назначения на эту должность, вот, ну, чтобы телезрители правильно тоже понимали, значит, поскольку возможности по Тюльбе тоже были даны указом, значит, конечно, главы Республики Саха-Якутия, мы работу эту начали, и, возможно, если через регистрацию попытаемся, так скажем, тоже на равных основаниях пройти для того, чтобы были тоже результаты. Поэтому вот как написать устав, значит, как написать проект, насколько он будет эффективен, насколько он будет результативен. Вот это, конечно, если совсем так вот просто сказать, с точки зрения понимания, значит, нашего населения, можем сказать, что это вот как раз задача ресурсного центра. Давайте Я думаю, примем телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос. Есть ли такие министерства в других субъектах Российской Федерации или в зарубежных странах? На примере кого создано такое министерство или оно придумано здесь правительством республики? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хотелось бы начать с норм Конституции основного закона Республики Саха-Якутия, что, значит, глава Республики Саха-Якутия возглавляет систему исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия. И, конечно, структуру, значит, тоже это находится в пределах полномочий республики как субъекта Российской Федерации и главы Республики Саха-Якутия. Поэтому, исходя из тех полномочий, которые прописаны в статье 26.3 184 Федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Республика Саха-Якутия самостоятельно решает вопросы, скажем так, вот, системы исполнительных органов власти, да, и ее структуры. Значит, я уже сказала, что это решает по полномочиям глава Республики Саха-Якутия. Безусловно, когда мы, значит, в республике вот, подходим к тому или иному вопросу, изучается, естественно, опыт субъектов Российской Федерации. Подобные, значит, у нас министерства практически нет.
надо сказать, да. Ну вот мы по ответственному родительству вперед пошли, так сказать, Российской Федерации. И если 90-е годы посмотреть и закон о правах ребенка, и, значит, различные, вот скажем так, другие еще инициативы. Поэтому я думаю, что вот таких аналогов нет. Есть определенные, значит, структурные подразделения в администрациях губернаторов субъектов Российской Федерации, или же, значит, часть как полномочий, которые взаимодействуют с некоммерческими организациями. Значит, на сегодняшний день вот такого нету. Ну а зарубежный опыт, ну тут тоже, так сказать, разные есть тоже мнения. Кто считает, что это, по примеру, например, значит, Дубай, где у них есть Министерство счастья, да, вот, к примеру, такое. Поэтому, у нас да, Министерство правды, да? да, поэтому тут, видите, как на самом деле все, конечно, исходит, видите, от потребностей общества. От социализации. Да? Да, на сегодня от населения вот такая потребность есть. Поэтому думаем, что с точки зрения взаимодействия, опять же, да, ведь мы-то будем, скажем так, контролировать не институты гражданского общества, а будем контролировать и координировать, то есть координировать, возможно, и контролировать исполнение не само министерство, а их деятельность как раз, которая в связке есть вот в сфере взаимодействия с институтами гражданского общества. Еще звоночек, Да. давайте примем. Говорите. Алло. Алло. Говорите, вы в эфире, да. Здравствуйте, у меня вопрос по ресурсным центрам, который вот сейчас объявлен конкурс. Скажите, пожалуйста, содержание этих центров, оно как на общественных началах далее будет, или все-таки на чьем-то бюджете, как дальше оно будет существовать? Спасибо. Значит, спасибо за вопрос. В настоящее время Департаментом развития гражданских инициатив объявлен конкурс как раз на то, чтобы, значит, была возможность у наших социально ориентированных некоммерческих организаций работать, ну, в качестве ресурсных центров. Значит, в бюджете заложено 5 миллионов. Насколько я знаю, на сегодня поступило всего 2 заявки, поэтому конкурс у нас продлен еще на 2 недели. Ну, такое решение принято, поэтому, конечно, участвуйте. Это будет как раз, ну, как в виде проекта. Я думаю, что вот ресурсные центры являются таким, знаете, ключевым, тоже одним из ключевых механизмов в поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Так ведь, да, Ольга Анатольевна? Поэтому я думаю, что и на 2017 год, полагаю, что и это тоже должно быть продолжено. Хотелось бы, Ну, все-таки да. вот в вашей речи несколько раз звучало слово «контроль». Да? Вячеслав Петрович, Общественная палата, нет ли тут какой-либо акта ревности, может быть, да, по отношению к вновь созданному министерству, когда, ну, есть же вроде институт, Общественная палата, которая как раз собрана аккумулировать, консолидировать и так далее все текущие общественные движения, которые должны были быть представлены фактически все общественные движения. Да? Вот по поводу этого комментария. По поводу контроля я бы хотел сказать о том, что действительно у нас в республике четкое взаимодействие органов государственной власти, как исполнительной, так и законодательной, с общественными организациями, ну, с институтами гражданского общества. Тут вот как раз говорили про форумы НКО. Провели 2 форума. Вот по результатам этих 2 форумов у нас практически сложилась система взаимоотношений. Сейчас у нас имеется заместитель председателя правительства Соловьев Александр Юрьевич. Был создан департамент гражданских инициатив. Тоже это был большой шаг вперед. И вот сегодня, значит, мы с Егором Афанасьевичем встречаемся постоянно. И он не только с общественной палатой, он встречается с общественниками. И куда бы он ни приехал, везде встречается с населением. Ну и вот то, что сегодня создали министерство
по поддержке Института гражданского общества, это уже очередной шаг вперед. И я думаю, что он создан для того, чтобы действительно обеспечить взаимодействие. Вот мы работаем, и у нас определенные сложности. Вот по НКО, допустим, у нас сложности связаны с регистрацией. Вот сколько мы форумов провели, приезжаем в районы, и действительно много у нас желающих заниматься этими вопросами. Но, к сожалению, сегодня гранты могут получать только зарегистрированные юрлица. И в этом вот большая проблема. И вот сейчас решается пути решения этого вопроса. И со стороны правительства тоже принимается у нас решение. Вот сейчас будет у нас уже объявлен конкурс, вот о чем тут говорили, и вопросы будут решаться. А то, что касается контроля, да, действительно, одним из институтов у нас гражданского общества, будем говорить, это являются наши общественные палаты, общественные советы при муниципальных образованиях, общественные советы при органах исполнительной власти, как республиканской, так и федеральной. Вот практически в них собираются общественники, вот, представители общественных организаций. Практически там нет руководителей, чиновников, как говорим, да, государственных служащих, муниципальных служащих. И вот они, в принципе, принимают участие во всех этих делах. И даже у нас сегодня есть указы главы республики вот, в обеспечении открытости органов государственной власти нашей республики. Сегодня у нас общественная палата и общественные советы являются координаторами вот, организации этой деятельности, обеспечения открытости. Сегодня нам даны очень большие права, и практически мы этими правами пользуемся. Вот мы буквально вчера вот собирались по этому вопросу вместе с советами органов исполнительной власти. Конечно, несовершенства много, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, допустим, советы у нас сегодня формируются руководителями органов исполнительной власти, и они же должны обеспечивать открытость в этих органах государственной власти. Вот сегодня будем носить предложение с Егором Афанасьевичем. У нас 23 числа будет очередная встреча. И думаю, что мы эти вопросы поднимем, будем решать. То есть у нас вот система взаимоотношений есть, она создается. И надо сказать сегодня, пользуясь моментом, и на уровне Российской Федерации эта система четко работает. Практически те вопросы, которые касаются деятельности НКО, они через Общественную палату Российской Федерации выносятся и доносятся до руководства. Вот то, что сегодня НКО будет принимать участие в госзаказе по социальному обеспечению, это же инициатива наших НКОшников. В прошлом году мы тут проводили сообщество, эти идеи были поданы, и много таких предложений сегодня реализуется. Вот то, что создано у нас министерство, мы смотрим с большой надеждой, потому что вот эти вопросы вот и по регистрации, с одной стороны, и освещение деятельности наших общественных организаций НКО, тоже вот, значит, то, что в одну кучу собрали, то, что, значит, сегодня и гражданские инициативы и так далее. Я думаю, что в этом плане создание министерства является одним из скажем, решений, которые обеспечат вот именно четкое взаимодействие, более эффективное взаимодействие и поднимет на определенный уровень. То есть никакой ревности нет? Нет, абсолютно. Тоже добавлю, кстати, когда говорят о контроле общественников, честно сказать, мне не очень понятно, о чем речь, потому что... Как о чем? О прикармливании, о грантосостве, которым оперируют некоторые товарищи мои коллеги. Во-первых, сама общественность требует о том, чтобы увеличилось количество грантовой поддержки. В общем-то, правительство увеличило ее. Теперь... Вам нужны гранты? Гранты всем нужны. Но министерство, я говорю, должно стать аккумулятором именно всех этих инициатив. Оно и станет им. А насчет контроля, к тому, что вообще задача любого общественника – это привлечь внимание к своей проблеме. И, в принципе, его должны видеть, чем этот общественник занимается. Если общественник старается скрыть какую-то свою общественную деятельность, ну, тогда можно задаться вопросом, чем именно он занимается. То есть... Роль общественности в том как раз, чтобы быть открытой, в общем-то, и не бояться никакого контроля. Даже в виде грантов, да, Саша? В виде грантов... И я опять возвращаюсь к термину грантосоства. О так называемой прикормке, да? Да. То есть человек сам выбирает этот путь, и в принципе он может не зависеть от грантовой поддержки, скажем, правительственной, да, государственной имеется в виду. Есть грантовая поддержка, существует в некоторых организациях социально ориентированных. То есть, в принципе, так или иначе, в основном, вот Сергей Георгиевич правильно отметил, то, что гранты, в общем-то, нужны всем.
Вопрос в том, откуда они, может быть, будут поступать, да? То есть, если человек получает, вернее, организация получает государственную поддержку, это же наоборот только хорошо. Тут видите, как вы, Дмитрий, можно затронуть аспект, да, вот с точки зрения контроля, он ведь тоже многоаспектный. Если социально ориентированная некоммерческая организация, значит, выиграла грант по бюджетному кодексу Российской Федерации, возможно, и требуется даже значит, контроль и проводятся проверки, потому на те ли цели использованы. Потому что если на социально полезные цели заявилась организация, а потратила на приобретение автомашины для, так сказать, своих личных нужд, это совсем другой подход. Поэтому бюджетный кодекс Российской Федерации, это идет и по всем уровням и федеральных грантов, и субъектов Российской Федерации. Безусловно, это и касается Республики Саха-Якутия. Значит, контроль должен быть в этом смысле. Джемма Даниловна, ну, общественные организации бывают совершенно разные. Да? Бывают вот, социально ориентированные, бывают патриотические, бывают школьные, в конце концов. Да? Что касается вот вопросов, может быть, каких-то совершенно личностных, но по принципу, по которым, ну, люди, не секрет, что люди объединяются по религиозным, по каким-то убежденческим принципам тоже различные комьюнити. Да? В этом аспекте, вот, может быть, то крыло общественного движения, которое вы представляете, оно на что, ну, не скажу, что уповает, что бы вы хотели предложить? Вот, во-первых, я поздравляю Сардану Михайловну с назначением. Спасибо, Джемма. Действительно, мы все общественные организации, некоммерческие организации, вообще-то ожидаем, конечно, от нового министерства намного больше возможностей. Департамент по гражданской инициативе очень хорошо проработал. Мы все очень довольны. Действительно, вот эти конкурсы, даже вот сейчас все время вот мы упоминаем контроль, да? И отчетность. У них все документация сделана очень хорошо. Я сама получила грант в конце 2014 года и работу делала в 2015 году, в 2015 году. В районах мы обучали пенсионеров компьютерной грамоте. И вот очень много времени я потратила на отчетность. Отчетность очень строгая, очень правильная. И я считаю, что совершенная даже, можно сказать, слишком подробная. Мне пришлось вот таких 2 тома сделать. Одно, значит, финансовое, это по каждой школе. Сколько человек они обучили, сколько там учителю заплатили квитанции. И столько же, еще больше, с доказательством, фотографиями. Вот сейчас благодаря вот телевидению я хочу поблагодарить школы, которые взялись за эту работу, за очень маленькие, небольшие деньги работу сделали. А те школы, которые могли бы работать, даже не захотели, потому что я никак не могла, работа не двигается по апрель месяц 2015 года. Мне уже чуть ли полгода прошло, да, с начала конкурса. А потом мне из одной школы учитель говорит, наш директор сказал, не будем мараться из-за этих маленьких денег. Еще не хватало. Не те тимуровцы пошли, да? Скажем так. Они-то вряд ли вообще что-то получали. Поэтому и школы привлекали своих школьников. Мы их и назвали тимуровцы информационного общества. Я говорю, не те. Вот. И, ну, тимуровцы у нас школьники есть, и студенты есть. И в этом году как раз мы проводили фестиваль. И на этом фестивале 10-12 ноября мы создали волонтерское направление с Министерства связи, Министерства, департамент, Министерство молодежи. Много структур, которые каким-то образом относятся к молодежи, к школьникам и к компьютерам, к обучению. Все вот подписали, что мы будем работать, и создали такой ну, как бы фонд вот тимуровского движения, не фонд, вполне рабочий орган, да? Ну, это общественный орган, поэтому, конечно, это все зависит. А еще вот как-то, хотя я работаю общественный председатель
торгово-промышленную палату по информационным технологиям и связи, как раз мы поэтому и обучали людей компьютерной грамоте. Но поскольку я очень много давно как бы обращаюсь с людьми... Давайте мы сейчас продолжим вот- сразу после рекламной паузы, которая Давайте. опять у меня в ухе поселилась и говорит: реклама, Дима, реклама. И мы продолжаем разговор с назначенным министром по развитию Института гражданского общества Сарданой Михайловной Гурьевой. Мы работаем в прямом эфире, и мы продолжаем все-таки выстраивать какие-то систему, не то что подсказок, рекомендаций, возможно, наработанного опыта, да, и так далее. То есть мнения, которые даже вот во время рекламных пауз, которые здесь звучат, наверное, даже более полезны, чем вот, которые нарочито вот так вот проговариваются в камеру. Да? То есть версий и предложений на самом деле очень и очень много. Джем, давайте вы докончите. Вот, Да, вот у нас вот этническая, да, вот Саха, сейчас все очень в деревнях обеспокоены вот развитием, поддержкой со стороны государства, со стороны вот как-то вот учения АИ. Все-таки каждый, ну, как говорят, человек не хлебом единым сыт человек, да? Поэтому как-то вот духовное, душевное беспокоит, особенно в такие критические моменты. И это лучше, чем сидеть в WhatsApp и слать, возможно, какие-то непроверенные информацию. Да, да, конечно. Согласитесь с этим? Поэтому мы как-то вот надеемся, что новое министерство оно будет иметь больше возможностей, чем департамент. Точно И- Министерство правды, которое будет Да. заниматься даже вопросами, ну, в том числе и функцией международного Да, и департамента такими развития. общественными организациями, которые именно занимаются поддержкой, развитием, вот, например, учения АИ, да? Это же тоже общественное направление, это тоже желание народа. И Давайте примем телефонный звонок и немножко нарастим темп, скажем так, ответов. Так, говорите в эфире. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Всевозможные волонтерские центры, молодежные какие-то движения, они будут прерогативой вот этого данного нового министерства? Спасибо за вопрос. Безусловно, у нас Министерство по семейной и молодежной политике продолжает свою работу. И те волонтерские, значит, начало по поддержке волонтерского движения, развития. Мы знаем, что и в этом году в рамках подготовки к 6-м спортивным играм «Дети Азии» готовится тоже серьезное количество волонтеров для того, чтобы на высоком организационном уровне принять наших гостей. Более того, есть очень интересный проект, который связан с направлением волонтеров в села. Это все находится в прерогативе Министерства по молодежной и семейной политике. Поэтому в начале разговора мы не случайно говорим о таком вот слове «координация». Поэтому, конечно, у нас органы исполнительной власти, которые работают в той или иной сфере взаимодействия с нашими некоммерческими организациями, мы тоже будем с нашими министерствами выстраивать общую работу. И я сказала о том, что мы готовим проект концепции развития нового министерства. Конечно, мы все эти моменты учтем. И в перерыве мы все-таки упомянули, что настоящие тимуровцы, Джема Даниловна, да, настоящие общественники, они остались в глубинке, деревнях, да, то есть там очень широко. Вы сами говорите, что сегодня на Ильтумене, на заседании Ильтумена куча инициатив от местного самоуправления, да, от местных общественников. Вот мы с вами, да, нет, по ТОСам мы действительно, Джема Даниловна, спасибо. Как раз я поэтому и постаралась рассказать ну, часть своего, такой своей информации о наших Тюльбе. А со стороны органов местного самоуправления, опять же, исходя из мнения населения, схода граждан, идут законодательные инициативы от органов местного самоуправления по установлению запрета на розничное ограничение розничной продажи алкогольной продукции. Это, безусловно, является частью государственной политики, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни, на
такие вот недопущения. То есть скажем это так. подтверждение того, Да. что проводимая политика опирается на народное мнение. Еще один вопрос, Да. давайте, у нас прямо зашкаливает интерес к новому министру. Да, говорите. Всем добрый вечер. У меня вопрос такой, наверное, господину Алексееву, господину Гурьевой, по поводу, вы в Ивановский путь когда-либо обозначили такой профессиональный, скажем так, показатель, как День гражданского активиста или общественного деятеля. Летом такое планировалось. То есть вопрос поднимался. Спасибо, товарищ Александр Захаров. Очень хорошая идея, кстати. Хорошо, мы сегодня это воспримем как предложение. Да. Спасибо. Это День общественного деятеля, да? Почему нет? И, Ольга Анатольевна, да, все-таки вы хотели сказать такую бомбу какую-то, да? Ну, я бы хотела сказать, что... А, здесь да, очень- вы сказали, что Да. мечта любого НКОшника – это стать частью государственной системы. Вот. В какой части, да? Во-первых, не нужно зацикливаться только на грантах, это здорово. Мы благодарны безмерно действительно департаменту, правительству республики, что были выделены субсидии, гранты, и это на стартапе очень помогает, особенно начинающим некоммерческой организации. Но нам всем нужно развиваться. Участвовать в госзакупках мы можем на общих основаниях. Мы можем войти в реестр и оказывать услуги также на общих основаниях, параллельно с учреждениями казенными, бюджетными, республиканскими, муниципальными. Но есть еще одно чаяние, да, о котором мы задумываемся уже для развития собственной НКО. Это взаимодействие с бизнес-структурами. Потому что здесь речь идет не о грантодательстве, а уже о конкретном взаимовыгодном сотрудничестве, где мы могли бы выступить в роли помощника в социальной активности бизнеса, а бизнес мог бы участвовать в наших проектах. И вот если министерство поддержит вот это направление, и как-то, мне кажется, бизнес-структуры послушают органы исполнительной власти, мы, общество, готовы взаимодействовать и в этом секторе. Есть еще одно абсолютно неконтролируемое такое движение. Да вот Александр не даст соврать, очень много стало различного рода благотворительных каких-то акций, движений там, и так далее, и так далее. Люди прям таки изнывают от желания стать благотворителями. Ну, не знаю, у кого какие цели преследуются, возможно, у всех разные. Да? Но да что за примером далеко ходить-то? Вот Антон, который на уровне России достойно представил республику. Да? Вот, с такими движениями как проводить? Это же вы сказали, что волонтерство отписывается там Минмолодежи и так далее. Ну, есть, Дмитрий, определенные уже механизмы, которые установлены в законодательстве Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. Поэтому с точки зрения, так скажем, если необходимо какое-то уточнение в механизмах, которые прописаны в федеральном законодательстве, мы готовы тоже в этом направлении работать. Да им-то по А на большому счету ничего не сегодняшний нужно. день, нет, я хочу к тому сказать, Может, что... медаль повесить? Нет, я к чему говорю? К тому, что вот кто должен определить вот критерии, насколько это много или мало. Да, у нас и в Конституции Российской Федерации, в Конституции основном законе, значит, нету вот такого, скажем так, Регламента. нет, не регламента, а Вот. положения о том, что вот как распознать, что идет злоупотребление права. Есть норма такая, что мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И вот здесь определенно должна быть некая такая сознательность. Понимаете? Поэтому я и говорю, что те, которые занимаются сегодня благотворительностью и так далее, это их, что называется, право. А с точки зрения это много или мало, это, конечно, во многом зависит еще и от законодательного регулирования, я хочу сказать. И надо мониторить здесь на такой системной основе вот эту деятельность. Кстати говоря, хочу заметить, что функции от упраздненного Государственного комитета юстиции по мониторингу правоприменения перешли, опять же, во вновь образованное министерство. И сегодня, если это уже звучит как предложение, мы готовы его рассмотреть также. Насчет медали это тоже как, как Спасибо. предложение, да, потому что реально я говорю, некоторым вот тем людям, которые занимаются вот тоже благотворительностью, тогда, они сами по себе делают, им никаких грантов не нужно, ничего им прописывать не нужно и так далее. Их важно отметить, да. Вот государственная награда Республики Саха-Якутия, да, ну не заслуженный там общественник, а там почетный общественник, или что-то типа такого. Почему нет-то? Людям же на самом деле реально вот мало надо. Вот как говорили в советское время, ну, полетел в космос, получил медаль. Что-то типа такого. Сделал хорошее дело. Будь уверен, что тебя отметят. Да? И вообще в этом, на этой конструктивной ноте, вот товарищи режиссеры мне опять торопят, давайте подводить итоги нашего сегодняшнего, на самом деле краткого для установочного такого эфира
итоги и к чему приходим. То есть знаменатель какой. Департамент был, он делал свое дело, все Хорошо. говорят, хорошо. Хорошо. Да? Хорошо. Но нужно развивать то, что недаром вот министерство усиливается, передаются многие функции от других ведомств. И весь наработанный опыт, который департамент за свое короткое время, для государства это короткое время, да, существовало, чтобы в достойные, умелые, профессиональные руки взять и наладить, на удивление, всему миру, всей Российской Федерации, всему Дальнему Востоку, ну, всей республике даже, отличную модель взаимодействия с негосударственными организациями, число которых, ну, я реально говорю, вот начиная от патриотических, заканчивая там, социальными какими-то организациями. Да. Спасибо всем участникам сегодняшнего Спасибо, да. эфира. Еще раз мои поздравления, мои личные поздравления, как Спасибо, одного из участников обсуждения закона об ответственном родительстве. С вами была программа «Не пропустите главное», Дмитрий Аргунов. И смотрите нас каждый будний день 19:30. Увидимся.